приглашаю руководителя проекта. Инал Аздоев – активный пользователь социальных сетей, поэтому о проекте «Межрегиональный фестиваль молодых блогеров» узнал сразу. Мониторил все время и даже выпустил 2 работы по разным направлениям. Один проект рассказывает о наркомании, а другой о такой проблеме, как нарушение правил дорожного движения. 3-минутный видеоролик, который направлен на профилактику ДТП. В связи с тем, что у нас в республике очень много ДТП, и часто из которых это с летальным исходом, к сожалению, я подготовил небольшую работу. Так же, как и Инал, Сара Илиева испытывает волнение перед объявлением результатов конкурса. В своем личном блоге она осветила такую проблему, как наркомания. Делится, что ее больше интересует даже не победа, а влияние, которое она может оказать с помощью своих статей. Решение участвовать в данном конкурсе я приняла, потому что я вижу обстановку у нас в республике, вижу, как стремительно и быстро растет число наркозависимых, а именно нашей молодежи, наших братьев. И вот, исходя из этого, я приняла решение, то, что я, как и многие другие наши участники данного проекта, должна и хочу участвовать в данном проекте. Микаил Калоев еще в начале года задался целью вместе со своей командой запустить межрегиональный фестиваль для молодых блогеров. Проработав все детали проекта «Четвертая власть», они решили участвовать в грантовом конкурсе Росмолодежи. Получив одобрение и финансовую поддержку, фестиваль стартовал 10 сентября и продлился ровно месяц. Всего в нашем проекте приняло участие более 50 блогеров. Было подготовлено и опубликовано около 80 работ, публикаций на эту тему. Также охват нашего проекта составил около 500 000 пользователей социальных сетей. И вот сегодня на нашем праздничном мероприятии мы подводим итоги нашего конкурса. Комиссии, в состав которой вошли специалисты в сфере профилактики указанных негативных проявлений. Все ребята, которые от нашей республики подают заявки на участие в грантовых конкурсах по линии Росмолодежи и выигрывают в них, они автоматически рассчитывают на поддержку Комитета по делам молодежи, и каждый из них обращается к нам и уже рассказывает, в чем мы там им можем помочь. Мы помогали и организационно, и в информационном плане, то есть мы и освещением и так далее поддерживали их. Тем не менее, фестиваль подходит к концу. Участники проекта объявляют результаты конкурса. Номинации в освещении такой теме, как экстремизм, лучшую работу определить не смогли. А вот видеоролики Инала Аздоева про наркоманию и ПДД жюри признали самыми достойными, за что он получил часы и сертификат. Какие эмоции? Это радость, это восхищение о том, что ты очередной победитель очередной игры. Ну, собственно, как-то так. В общем, отдача от блогеров есть. Проводить подобные фестивали организаторы планируют ежегодно. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24.